вечер, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Я приехала в город Стерлитамак, встречать своих детей. Моя старшая дочь Роза приезжает с девочками. Они доехали на поезде до Раевки и оттуда сели на автобус, и я их приехала встречать. Где-то придется мне около часа ждать. Вот такое большое движение в городе, шумно. Всем добрый день. 3 дня тому назад я встретила детей. Снимать, конечно, я не стала. Мне все некогда было. 3 дня были дожди, на улице толком не были. Были мы на кладбище, и здесь в Стерлибашеве. У мужа, у сына, у родителей. Дом навестили. Сегодня дождя нет, и решили поработать дома. Вот какие у меня помидоры крупные, не знаю сорта. В этом году, конечно, не совсем обильные, не обильный урожай. Но Роза говорит, все достаточно, все хватает, все у тебя хорошо. Но она никогда плохого не скажет. Наоборот, меня будет хвалить да поддерживать, чтобы я не расстроилась. Вот такая у меня дочка. Сегодня с утра поели с Розой, чай пили, поели. Сейчас детей разбудили. И они сейчас покушают, тоже выйдут нам помогать. У нас каждый день были дожди, поэтому в огороде невозможно было работать. Мы недавно только с ребятишками пропололи здесь все, но из-за дождя мы не смогли больше выходить работать. Помидоры хорошо созревают. Разные сорта, не знаю. Разные у меня, не запоминаю. Маленькие девочки выйдут яблоки собирать, а Кирилл с Владом будут чистить погреб. Остатки картошки вытащут, подметут, и будем готовиться собирать новый урожай. Роза у нас без дел сидеть не может. 3 дня я ничего не готовила. И мучное, и супы, и второе готовила она. Я в отпуске, девочки. В отпуск она меня отпустила. Я так, где чего лежит, подсказывала. И с детьми там немножко разговаривала. До 2-3 часов мы с Розой не спим, разговариваем и никак не наговариваемся. Сейчас она у меня с утра спрашивала перчатки, есть ли у меня перчатки резиновые. Я говорю, конечно, есть. Дай, говорит, мне перчатки. Я что-то, говорит, соскучилась по огороду. Я говорю, всегда, пожалуйста, айда, работай. Вот она, как жук, у меня в огороде лазает. А так быстро она работает, не сглазить. А я еле хожу, ковыляюсь. Вот ей только землю доверяй. Ой, пустить бы ее в деревне, в огороде, она не знаю, что творила бы, что только не сажала бы, чем бы только не занималась. А я отдыхаю.
Я не работаю. Вот сколько трав она уже набрала. Хотим собирать огурчиков, солить, консервировать. Здесь тоже созревают помидоры. Все хорошо, слава Всевышнему. Аллаха шүкір. Барысы да бар. Бурышларым да бар. И перчики есть. Вон какие большие они. Вот. Какие крупные. А кабачками у меня плохо. В следующий год я не собираюсь сюда кабачки сажать. Видимо, здесь мух нет. Поэтому у меня они не растут. Вот это будет для меня урок. Посмотрите, мои хорошие, они вот так растут и все, дальше нет. Хотя у меня постоянно теплица открыта. Я и листочки вырываю. Нет, бесполезно. В этом году я без кабачков. Я, конечно, очень люблю кабачки. Вот так. И петух поет. Девочки вышли вон. Мои красотулечки. Сейчас тоже начнут что-нибудь делать. Собирать здесь отпадавшие яблоки. Они не созревают. В этом году яблок вообще нет. Вообще в этом году ни яблок, ни слив, ни винограда. А? Ни вишни, ничего нет. Краснодарскому краю привет! Я после дождя хожу по земле. Посмотрите на мою обувь. У нас в Краснодаре после дождя в огород не зайдешь. Вот такие колтуны. Здесь вообще трава хорошо бьется с корнями. И нету грязи. А у нас там на Кубани пока не высохнет, не зайдешь. Нет, вот сегодня, вчера дождь сильный был, да, каждый день в основном у нас дожди. И я следующий день, если нет дождя, с удовольствием спокойно выхожу в огород. Но у нас они постоянно, поэтому я и в огород последние дни не выходила. Сейчас мой комбайн по имени Роза все промолит. Роза из колхоза. Стерля. Роза из колхоза Стерля. Вот так. Соседи у нас в этом году ничего не посадили. Тоже вот траву чистят. Дом пустует. Хотят продавать, пока покупателей нет. Без них мне тоже скучно. Мы каждый раз выходили в огород, разговаривали, беседовали, работали. Весело было. А в этом году их нет. Очень редко приезжают. Не знаю, какие соседи попадут, кто заселится сюда. Мне хотелось бы хороших соседей, как они, и Люся, и Фарид. Для меня они как мои дети. Вот мои девочки, красавицы, работать вышли? Сейчас я вам корзиночки дам, будете яблоки собирать. Без дел мы не сидим, все работаем. Весело, прекрасно. Ой, капусты, я их ни разу не травила.
Это поздний сорт. Ранних я не посадила. Они трескаются быстро, быстро созревают. Роза, наверное, обрывать немножко надо будет. Листочки, нижние листочки. У нас все равно дожди же постоянно. И цыплятам кидать, да? Тебе вот этот надо куст обновлять. Ровник. Это выкопать? Нет, вырезать старые. Сушили. Оставлять молодые. Вот мой агроном. Тут все высохло еще. Много старых веток. Это колючий крыжовник. Я и подходить боюсь. Ну как в огороде у меня? Хорошо работается? Интересно? Сорняк другой. Не как у нас. И все выдергивается корнем, да? Вот здесь у меня огурчики. Вторую партию я посадила. После теплицы. Отсюда будем кушать. Вон маленькие огурчики уже есть. Маленькие вот. Погода сырая, каждый день дожди, поэтому они так быстро растут. Вот остатки мелкой картошки я специально для кур, для цыплят, для утят, для гусей оставляю каждый год осенью до весны. У нас все не закончилось, вот остались вот эти только. Сейчас Владик с Кириллом все вытащили. Они работают в подвале. Закончилась дрова. Надо будет купить дрова. Из деревни привозим, конечно. Там очень много, но надо пилить. Какая-то маленькая кошка приходит к нам. Девочка. Вот здесь утром я подаю козочку. Утром и вечером. Наливаю здесь 2 чашки молока. И здесь кошки собираются, пьют молоко. Разные кошки приходят. Пусть пьют. Они даже не боятся меня уже. Привыкли. Вон мальчики что-то делают. А Роза пашет. Мальчики сейчас соберут огурцы. Ну что, мой бульдозер? Пашешь? Ой, как ты без земли не можешь. Вот цыплята обрадуются, козочка обрадуется. Сегодня ветер, наверное, съемка будет очень плохая. Слышимость, наверное, будет не так. И малыш побежал. Привет! Ой, бегает вовсю. Так ему здесь нравится бегать. Сегодня у нас ночью Юля приедет. Алла верса. Еще один работник прибавится. Наконец-то все дети у меня соберутся вместе. Роза тут тоже поработала. Показала мне, как обрезать цветы, отцветавшиеся.
Мануш, иди домой. Потеряешься. Домой иди. Вон наша козочка. Здесь тоже цветы вот цветут понемногу. Лавадера начинает цвести здесь. Здесь, конечно, тень, поэтому здесь поздновато цветут они. Роза говорит, у нас воздух очень свежий и радуется. Кызым, малыш вон туда ушел, вон. Вон туда. Нет, только не туда. Мы на улицу не пускаем, потому что туда-сюда бегает. За ним бегает. Вон же он какой. Пусть во дворе, в огороде гуляет. Он убегает. Ах, хулиган маленький. Он балуется. О, Роза не дает покоя моим розам. Надо кормить, рыхлить. Очень много, когда дождей, вымываются минералы. Вот ты весной давала? Да, Сейчас давала. надо еще раз. Кстати, это удобрение ты мне отправил. Да, И розу тоже. да, через Вальбрис. Но оно у тебя хорошее. С таким аппетитом ты работаешь? Как приятно смотреть. Тебе надо на месяц приехать. Тогда Работать. у меня все сдохнет. Рыхление любит. Вот. Называется сухой полив. После дождя, если рыхлишь. Что-то попало. Мои розочки тебе спасибо скажут. Ага. Там тоже есть розы. Да. Им тут света мало, конечно. Так Как? хорошо пахнет. Ой, пахнут розы прямо. Да. Вот эти мелкие так пахнут они. Забыла, как называются. А вот какая красивая эта роза. Вот сюда можно хосты посадить. Тут тень, они любят тень. М, Это виноград, да, сдох? Да, вздох. Сдох. Вот роза красивая. Угу. Камера все равно не так Ой, показывает цвет. это кто тут? Барин, что ли? Или барыня могу? Это барыня. Синтемол. Кто-нибудь подбросил? Иди сюда. Ой, какие глаза зеленые. Уже где-то около месяца у меня. Может, соседский? Нет, соседских я знаю. Того-то не знала. А Гульфии. тот же недавно принесли. А. Они же переехали, к бабушке они пришли в гости. Это только для роз, да? Это для роз и пионов. А, Ты пионға солдың маны? нет. Солмадым шел? Вот соларға болған. Білмедім. Так пионы дольше цветут и цвет ярче. Бутон крупнее. Бутон крупный, цвет яркий, ведь Ұзақ Но- тұра шашкасы. быстро. Я не успела даже снимать. Потому что не хватает калия. Мгм. Климатис. Угу. Ты уже тут начала работать, да? Да. Дожди мешали.
нарциссма. Да, нарциссы. Сейчас покажу, как я делаю. Если не нравится вот этот вид жухлой травы, Угу. берешь так, как волосы заплетаешь. Я не знала. Я думаю, срезать, что ли? Срезать нельзя. Все вот эти питательные вещества с листьев должны уйти в луковицы. Потому что луковицы сейчас питаются из вот этих листьев. Они должны высохнуть. Я все так заплетаю, убираю. Менесине. Evet buldu. İmatur. Evet. Ey. Mana şulay ittirge. Matır bula. Yolamışsın gına жерine. Evet. Мынау дикий пошло мы. Это уберешь потом, новые посадишь. Угу. Что-нибудь посадишь. Вот еще роза. Mene матур buldu. Эх, мынау погодалар 3 gün дожди были ведь. Если бы дождей не было бы 3 дня, ты бы давно мой участок в порядок привела бы. Он у тебя и так в порядке. Откуда порядок? Юг насилиями. Yok değil indi tak. Tak себе indi. Нормально. Kortlarça. Корт кішіге ярый. Сен әлі молодая. Молодая. Мынандай бір бізде өсе. А, у нас тоже растет. У нас сплошняком растет. Вот здесь я сколько выдергивала под розами. Кора не батыр була. Эй. Кора, коп кора. Ага, Корамасаң да чернозем. коп кора. Прямо она легла. Камеру Посмотрите на мою дочь. С ума сходит. Лежит, чуть ли не лежит. У меня на участке каждый сантиметр земли вот так рукою все мына приглажен. Параллельный жир. Угу. Руками рыхлить можно. Вот тебя бы в деревню отправить. Что бы ты там делала с этим Я бы участком? там большие теплицы поставила и выращивала бы на продажу овощи. Вода рядом. Это можно и на юге делать, но у нас земля очень дорогая. А там бесплатная. Там бесплатная. Почти 40 Почти соток. 40 соток, да. Вот не хочу я, чтобы участок пропал, поэтому оформила документы. А то сельсовет отбирает, если не оформишь. Вот, посмотрите, мои хорошие. Красота. Прямо в глаза бросается. Тут и лопата не нужна вам. Земля мягкая. Мягкая. Я тоже рыхлю. Вот так. Прям пальцами рыхлить. Тут навоза еще много, замечаешь? Ой, очень много гумуса, биогумуса. Органики много тут. Пион. Ага. А вот этот белый пион, я не помню, откуда появился. По-моему, я у кого-то взяла. О, да, пион. Он же столетний, да? Да. Может, пересадить мне? Пусть
стоит. Куст, конечно, красивый. Он очень долго приживается, потом зачем это тебе надо? Первый год не цветет, Да. если пересадишь. Ну, разделить, рассадить можно, конечно, но ты первый год цветения не будет. Не, пусть здесь стоит. Меня вот этот виноград смущает. Очень. Между прочим, Роза, у многих огурцы такие сделались почему-то. Не у всех. Это болезнь. До вас дошла. Может, обрезать? Надо бы, конечно, но лучше осенью. Осень. Все, мы поели. Аня убирается за столом. Аня, посмотри сюда. Всем привет. Как она выросла, похорошела, милым козам. А Милана посуды моет. Посмотри, козам, сюда. Привет. Все. Сейчас отдохнем немножко. Роза вчера такие вкусные пирожки испекла из щавеля и беляши. Тесто у нее отменное. Даже у меня так не получается, как у нее. Вкусняшка вот. Ну, на этом, мои хорошие, я свой ролик заканчиваю. Всем желаю всего самого-самого доброго. Доброго здоровья, удачи, семейного благополучия и мирного неба над головой. Всем пока-пока. До следующих встреч.